Нет, нет, вот этот. Аванты попола. А, на флаге что у вас изображено, скажите, пожалуйста? Пятый катамаран с дельфинами. Мы просто Это как пятый, 9-я рота. из нас шил. Тост Давайте, подожди, тост. за челябинско-башкирско-татарскую дружбу. О, какая вкусная. Просто песня. Попробуй. Вот вы сегодня и вчера сами уже видели, да? Все условия для туризма в республике есть. Не хватает только инфраструктурных объектов для комфортности. 2 недели назад наш премьер-министр Андрей Геннадьевич Назаров дал поручение по всем сплавным рекам создать комфортабельные стоянки с туалетами, с птицами. В течение вот последнего полугодия у нас правительством совместно с профильными ведомствами и муниципалитетами был создан список больше чем из 100 участков, которые будут подготовлены для создания глэмпингов. Что-то среднее между турбазами и палаточными городками. И Башкирия по своим природным особенностям она очень подходит для создания такого рода глэмпинговых городков. И это очень хорошая, кстати говоря, точка притяжения для инвесторов. Это очень выгодно. Они окупаются год-полтора. Эти глэмпинги дальше уже дают чистую прибыль. И люди приезжают отдыхать там, где красиво, а эти глэмпинги, они как раз дают возможность отдыхать в красивых местах. Откуда едут туристы, откуда больше всего? Ну, скажем так, 70% туристов это наши соседи Екатеринбургского, из Екатеринбурга, Пермской области, Оренбургской области, с Татарстана, вот, но больше всего Челябинской области. Это и понятно, это основной процент в нашей статистике дают это наши горнолыжные центры. То есть меня сразу испортили. Я приехал в район, заведующий рано вызывает и говорит: так, в армии был, высшее образование есть. Ну иди вот, дальняя деревня директора школы, все. На этом уже я 4 года поработал и ушел, открылся подростковый клуб в Бурзяне, в Старосухан Гулова. Мы сплавлялись, вот сколько, 10 дней должен был быть, 10 дней сплавлялись. Я 1000 детей вообще сплавил, очень много. Я до сих пор люблю с детьми сплавляться, тем со взрослыми. С детьми я отдыхаю. Вы вот оттуда прямо свесили ноги. Зачем? Это же страшно. Нет, правда. Залазить нетрудно, слазить. Скажешь потом.
легенда гласит, вот мужчина, ну как башкир, заблудился в лесу, идет, не может найти дорогу. Потом идет звук какой-то, музыкальный звук, там идет мелодия какая-то лесная. Он подходит, а там курай вот так растет, там какой-то звук извлекается из этого курая. Он срезал, взял, сделал вот так дырочку, немножко подготовил, сыграл, и как будто вот этот курай помог выйти. Южный Урал. В наших краях это как раз и Южный Урал, мы в Южной Урале находимся. И обыкновенные семейства зонтичные. Мы башкиры привыкли. Курай. Башкирский курай. И все. А так, по-моему, научное название есть. Уральский реброплотник. И самое интересное, когда курай изготавливали, ни одной дырочки, никакие там бывали жучки, там что-то там дырочки маленькие бывают. Микроскопической даже дырочки не должно быть. Вроде хорошо звучит. Башкирский лук вошел в британскую энциклопедию как лучший лук всех времен народов. Скорее всего, из-за того, что это был последний лук, который участвовал в Большой Европейской войне. Сами делаем, потому что ни один завод, ни одна фабрика вообще в России нет, который этим изготавливает лук или курай. Курай мы сами мастера делают. Лук, стрелы тоже сами делаем. Thank you.